В эфире Радио Свобода, видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Грани времени». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства. Эта дата связана с днем принятия Генеральной Ассамблеи ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами. По данным Международной организации труда, 21 миллион человек во всем мире находятся в состоянии рабства. Какой-либо официальной российской статистики на этот счет не ведется. Современное рабство – такова тема сегодняшней передачи. Насколько актуальна для России эта проблема и что скрывают правоохранительные органы? В студии «Радио Свобода» координатор проектов и консультант по миграции Комитета гражданское содействие Марина Лексина, руководитель движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников и участник этого движения Алексей Никитин. По данным Международной организации труда, почти 21 миллион человек являются жертвами принудительного труда, 11,5 миллионов женщин и девочек и 9,5 миллионов мужчин и мальчиков. Почти 19 миллионов человек эксплуатируются частными лицами или предприятиями и более 2 миллионов человек государством или группами повстанцев. 4,5 миллиона человек являются жертвами принудительной сексуальной эксплуатации. Принудительный труд ежегодно приносит по меньшей мере 150 миллиардов долларов США незаконной прибыли. Есть и другие цифры. Так, например, согласно исследованиям Global Slavery Index фонда Walk Free Foundation, принудительным трудом заняты более 45 миллионов человек. Из них 12 миллионов – жертвы рабства в Европе. Вот такие цифры, и я вас попрошу их прокомментировать в той части, в какой я сказала, что в России нет никакой официальной статистики тех людей, которые находятся в рабстве или заняты принудительным трудом. Тем не менее, вот по данным движения «Альтернатива», сколько человек ежегодно становятся жертвами этих условий? Здравствуйте. Такой статистики, к сожалению, у нас нету сейчас. По одной простой причине ее сложно вести. В целом у нас данное преступление 127.2, это использование рабского труда, она крайне мало применима в связи с тем, что статья очень сырая, и в свое время в 2003 году, если я не ошибаюсь, Европейский Союз, под давлением Европейского Союза в России была принята данная статья. И она, Уголовного кодекса, конечно же, и она не претерпела с тех времен совершенно никаких изменений. То есть там в реальности таких дел возбуждается не больше 30 в год. А до суда сколько из них доходит? До суда в 2 раза меньше доходит, если я не ошибаюсь. Но тут нужно учитывать следующую тенденцию, то что на самом деле это комплекс преступлений. Помимо того, что использование рабского труда, туда, на мой взгляд, нужно относить, как во всем мире делается, и торговля людьми, и сам трафик, и, собственно, эксплуатация разными группами. И у нас проблема, кого считать рабами, в Уголовном кодексе не прописано. Если у человека была возможность позвонить, то он уже не считается рабом. С точки зрения правоохранительных если органов. я вам просто пример приведу, не будем брать, наверное, Дагестан, возьмем Липецкую область, ферма, где заставляли обрезать яблони. У людей была возможность оттуда уйти, но с другой стороны они наблюдали физическое насилие над теми, кто пытался уйти, и с другой стороны они не знали, где они находятся. В то же время их привезли из другого региона, и нужно понимать то, что эти люди даже не ориентировались просто на местность. Да, крайне низко образованы в трудовых отношениях, и как показывает практика, даже если они звонят в полицию или их родственники позвонили в полицию, у них происходит следующее. Родственники звонят в полицию, сообщают о том, что их родственник, который пропал без вести, не может сообщить о своем местонахождении, но сообщает о том, что ему нужна помощь. Сотрудники полиции, как правило, никак на это не реагируют в связи с тем, что они не хотят заморачиваться, возбуждать уголовное дело. Бывает и хуже. Ну вот, наверное, о таких случаях Марине как раз известно, они связаны с трудовыми мигрантами, когда тех принуждают заниматься каким-то трудом и фактически содержат в рабстве, они идут жаловаться в правоохранительные органы, а в полиции вместо того, чтобы исследовать эти обстоятельства, начинают выяснять легальность их пребывания на территории страны. Это прежде всего, конечно. А вот Олег, на самом деле, намекает, я так думаю, на наше общее дело с 2012 года, которое длится, до сих пор, кстати, длится, и мы его сейчас довели до какой-то логической точки.
В 2012 году движение «Альтернатива» освободило из магазина продукты по адресу Гальянова, Новосибирская, да, 11, в районе Гальянова, сколько, 11, кажется, 11, человек. не считая детей, там еще Причем дети. Да. там были дети, Там которые были родились дети, уже которые в родились. этом районе. районе. Да, они были искалечены. Я думаю, все искалечены психологически абсолютно. Были искалечены физически дети. Кто-то там умер. Вот. 4 года прошло. 4 года прошло. Что мы имеем на сегодняшний день? Это 9 отказов в возбуждении уголовного дела, несмотря на всю колоссальную работу, что проделал Комитет гражданское содействие. Мы 2 года, в течение 2 лет мы бросили все силы на то, чтобы просто собрать эти доказательства, чтобы сводить людей к врачам, чтобы записать все показания, да, опросы свидетелей, опросы самих жертв, потому Фактически что вы все, что сделал Следственный делали комитет, то, что должны были делать следователи. да, все, что сделал Следственный комитет, это он опросил 2 подозреваемых. Ну, как бы с нашей точки зрения подозреваемых, да, и рабовладельцев. И все, и на этом дело закрылось. И сейчас мы уже подали жалобу в Европейский суд по правам человека по неэффективности расследования. А почему так происходит? И я просто хотел бы еще добавить, что по этому Гальянову это же не последняя история. В том году я встречался с парнем, который сумел из этих же магазинов убежать. Мы хотели вместе с ним забирать тоже других людей, которые сидят в этих магазинах, но, к сожалению, тогда его отец увез к себе домой в Казахстан, и ничего не получилось. И Или вот... к счастью? Нет, не получилось освободить других людей, потому что я с ним общался, он был очень запуган, он говорил, что там есть другие, такие же, как он, в этих магазинах Гальянова, на Уральской, Новосибирской улице, они все одним хозяевам принадлежат из Казахстана. И мы с ним уже вроде договорились пойти тогда на освобождение, но, к сожалению, он уехал, и поэтому ничего не получилось. И в этом году вот мы с Олегом и с другими активистами «Альтернативы» освобождали Нурсултана Мирзахмедова в этих же магазинах Гальянова. То есть история Да. продолжает, она Вы не понимаете, прекратилась, да. она Дело развивается. в да. том, что не наказание данных преступников рождает рецидив. Причем мы совершенно четко улавливаем связь между данным магазином, который и теми рабовладельцами, пусть они на меня в суд подают, то, что я их называю, и сотрудниками полиции, которые в 140-м этом отделении полиции совершенно по-хамски вели себя по отношению к пострадавшим, не принимали у них заявления на протяжении долгого времени и всячески покрывали владельцев этого магазина. Ну, здесь, И может, возвращали их глаза. И возвращали. владельцам, Понимаете, да, когда люди приходили район к Гальянова помощи. очень, да, район Гальянова, он очень удивительный в этом плане. Там такой, на мой взгляд, некое гетто внутри Москвы сложилось, где сотрудники полиции — это вот некая власть для этнических группировок, которые там обитают, которые есть, и которые умудряются держать в рабстве людей, в Москве в рабстве людей. Но тут вот и данная ситуация, к сожалению, она по всей России. Есть в Новом Уренгое, когда Алексей... Новому Уренгою это, да, это постоянная тема. Есть предприятия, которые используют... Давай назовем их, Олег, Да. что вот Как- это стройфирма «Удача» и «Стройинвестгрупп», Да, которые при содействии чеченской мафии, По которые- вашим сведениям, По нашим личным, сведениям, оценочным. по сведениям тех людей, которые находились там в рабстве. да, Что которые на протяжении... заманивают в основном это с регионов Южного Урала, Оренбургской области, Челябинской области. Вот недавно оттуда один человек нам дозванивался, но он самостоятельно убежал, но говорит, там еще есть такие же люди из его родного Магнитогорска. В этих же фирмах условия все те же самые трудового рабства на стройках домов в Новом Уренгое. Выходил сотрудник Давайте полиции. посмотрим, вот, кстати, рассказы от первого лица людей, которые находились в условиях принудительного труда в Дагестане, и вот буквально на днях, в конце ноября, смогли уехать с этого, я так понимаю, кирпичного завода. Давайте посмотрим, это видео нам предоставило движение «Альтернатива». Как попал в Дагестан? Через волонтеров. Через волонтеров. А чуть подробнее? Ну, на Казанском вокзале. Это в Москве уже. Да, в Москве. Подошел, спросил, значит, работу. Говорит, хочешь в Дагестан? Я говорю, да, поеду. Ну, пригласили на работу, пообещали нормальную зарплату и так приехал. Сказали, все нормально. Кто пообещал, где пообещал? Ну, человек подошел, сказал то, что работа нужна, нет. Я говорю, где? В кирпичном заводе. Я говорю, что происходит? Я понял, где это было? В Москве на Казанском В Москве на Казанском. Я отдыхал, когда, после рабочего дня отдыхал, ходил
в магазинах. Это было в Москве? Да, это было в Москве. Выпивал немного пива. Ну, ко мне подошел какой-то человек. Мы с ним стали распивать спиртные напитки. И в итоге я очутился уже в Волгограде. Это ты проснулся в автобусе, Да. проезжая Волгоград? Да. Понятно. Потом тебя привезли на кирпичный завод? Да. Космические условия обещали. Якобы жилье, питание, все нормально. Зарплату какую? 15 тысяч. По договору он должен был проработать 5 месяцев, а в заключении после 5 месяцев домой не отпустили. Ну, через 2 недели я пытался уйти уже, но меня не отпустили. Сказали, ты должен отработать целый месяц, чтобы, ну, то, что он на меня потратился, вот эти деньги, А сколько сказали, что заплатили за тебя? 15 тысяч. Плюс и за дорогу 5 тысяч. Ну, в То есть общем, итого 20 тысяч. Да. Ты до 15 ноября должен был доработать, да, по договору? Нет, по договору, как бы у меня его просто не было. Это был условный договор на словах. Никакой печати, подписи, бумаг не присутствовало. На каких условиях ты работал? На условиях того, что я каждый месяц буду получать 15 тысяч рублей. Сейчас зарплату тебе рассчитали, но не полностью. Да. Сколько тебе денег дали из положенных? Общий за 5 месяцев 35 тысяч. В итоге тебя рассчитали? Да, Сколько денег тебе дали? 7 тысяч. А остальную сумму почему держали? Ну, дожди, Чем типа, объяснили? там, да, за обувь, за сигареты. И 20 тысяч за... Да, за отправку. Тебя рассчитали? Нет, не полная сумма. Сколько денег тебе рассчитали? Заплатили 10 тысяч За какой период? за 2 месяца. За 2 месяца. Остальные деньги не выплатили, потому что посчитали, что я много продуктов купил. Оказывается, меня купили. Мне 20 тысяч откуда-то приплюсовалось. 20 тысяч это заплатили деньги, чтобы По ходу дела, да. тебя привезли, то есть тебя купили по А факту, я да? потому что больше не вижу никаких мотивов. Это были рассказы 3 человек, которые обратились в движение против рабства «Альтернатива», о том, вот как они находились в условиях принудительного труда в Дагестане. И здесь вот просто важно понимать, да, когда мы говорим слово «рабство», у всех возникает какая-то страшная картинка, кандалы, цепи, избитые люди, пристегнутые к батареям. Здесь люди, в общем-то, говорят о том, что они сами поехали, им взрослые люди, вменяемые, им что-то пообещали, им не понравилось, и вот они захотели уйти, их не отпускали. Вот это насколько распространенная ситуация? Смотрите, я попытаюсь пояснить. Им так бы не заплатили, если бы не наш доблестный активист Закир Исмаилов, который вместе с полицией, который негласно нам уже много лет помогает и всячески выбивает На территории Республики на Дагестан. территории Республики Дагестан, с которыми хорошие отношения вполне сложились, которые активно нам помогают, они выбивают какие-то суммы, стараются выбить с тех, кто этих держал. Так обычно люди в конец сезона им сообщают о том, что они должны и должны еще раз отработать. Средняя цена такого человека от 15 до 20 тысяч сложилась, она не меняется уже на протяжении, наверное, лет 3, если не ошибаюсь, Алексей. Да? Что значит средняя цена? Ну вот средняя цена на человека, ну то есть если по критериям посмотреть, какой раб сколько стоит. Вот трудовой раб сейчас стоит около 20 тысяч рублей. Раб для нищей мафии стоит около 50 тысяч рублей. Если это грудной ребенок, это 80-100 тысяч рублей, в зависимости от цвета кожи этого ребенка. Если это сексуальное рабство, от 70 до 150 тысяч рублей. Эти деньги получают, по вашим сведениям, те люди, которые поставляют живой Да, товар? я могу разложить эту Да. сумму, 15 тысяч рублей. Они сами это называют цена доставки человека к месту работы. Они не называют это так официально, Купил. что вот купил, да? Ну, на словах могут сказать, но так это официально не называют. Из них какая-то часть идет вербовщику, который заманивает человека, какая-то часть идет водителю, который его привозит, и остальная часть, собственно. А что касается Казанского вокзала, это такое достаточно злачное у нас место сложилось, поскольку туда люди с регионов, с провинции едут за лучшей жизнью, ищут лучшую жизнь, ищут способы заработка, но в связи с тем, что они не знают, как устроено трудовые отношения в крупных городах, а привыкли искать заработки в каких-то людных местах. Там, Ну, шарашка, да? Да, соответственно, они к ним подходят, предлагают, говорят, что есть хорошая работа, поедешь, сейчас не скрывают, что в Дагестан, хотя
По последнему человеку видно, что он сообщает о том, что его напоили транквилизаторами, в результате чего он поехал. У меня я в 2013 году был, если не ошибаюсь, Алексей. Да. Ситуация, когда я, чтобы уже изобличить всю эту цепочку, какое-то время жил на Казанском вокзале. Сначала пытался сыграть приезжего, не получилось. Бездомный из меня получился хороший, но нужно понимать, что бездомные, они редко интересуют вербовщиков, потому что они привыкли жить без документов, могут выжить везде. Но я заинтересовал, потому что я достаточно, видимо, физически крепкий показался. Ко мне подошел некий Муса, сказал, что есть хорошая работа. Тогда он не пояснял, что это Дагестан, он пояснил, что на Каспии есть, на юге хорошая работа, будешь по 3 часа работать, будешь получать 40 тысяч рублей в месяц, все у тебя будет хорошо. Будешь фрукты есть, в море купаться, причем октябрь месяц был. Ну, ладно, упустим эти подробности. Приезжаем мы с ним до Теплый стан, если не ошибаюсь. Там он мне передает некому человеку по имени Рамазан, который ему передает за меня 2000 рублей. И этот Рамазан уже подвозит меня к автобусу. И сидят такие же бедолаги. Нет, там я был один на тот момент, и это обычный рейс автобуса, где я сообщил, что у меня нет документов, ничего нету. Они говорят, что на автобусе поедешь. Когда я увидел что автобус в Дагестан, чтобы закрепить результат, я попытался отказаться от этого, от поездки, в результате чего мне сообщили, что за меня уже заплатили деньги, или я должен отдать деньги, или я должен ехать. И чтобы я особо не переживал и не нервничал, мне дали с какими-то барбитуратами водку, которую я выпил, слава богу, не всю. И на 33-м километре МКАДа остановили этот автобус активисты с журналистами. И дня 4-5 я, по-моему, лежал еще в институте Склифосовского. Но следователь на тот момент до сих пор расследует это уголовное дело, которое не возбудили. Еще идет доследственная проверка с 2013 года. Марина, известно о рынке мигрантов в России? Их также продают и покупают, как нам об этом рассказали ребята? Или там ситуация сложнее? Насчет именно такой ситуации, где продают и покупают, я думаю, что, конечно, есть такие случаи, потому что нам известны, мы вызволяли человека тоже из Дагестана, который был трудовой мигрант из Таджикистана, и, собственно говоря, он точно таким же образом туда и уехал. Правда, когда мы его все-таки привезли в Москву, проведя спасательную операцию, он просто исчез. Никогда больше к нам не пришел и не рассказал, что там было на самом деле. Я хочу о другой ситуации немножко рассказать. К нам в год обращается примерно 600-700 человек, трудовых мигрантов. И за каждым из них стоит огромная история, много историй о том, как он работал в каком-то месте и где ему не заплатили. И такая ситуация, она есть, я уверена, у 99% мигрантов в Москве. То есть, когда они где-то работали и им не заплатили. Как эту ситуацию охарактеризовать? Просто трудовые споры или мошенничество работодателей, я не думаю, потому что люди месяцами, бывает, работают бесплатно и надеются, что им заплатят. По сути, такая ситуация, она не начинается как рабство, она не похожа на это. Она начинается как, давай поработаешь без трудового договора, у нас так все работают на стройке. Просто будешь жить в вагончике, и вход только по пропускам. То есть это получается такое изолированное пространство, где человека, с ним легко сделать все, что угодно, легко эксплуатировать, легко ему не платить, легко его загнать в такое психологическое и физическое состояние, когда он просто не сможет уйти. Шантажировать полицией, опять же, собственно говорить, говоря, что будешь тут выступать, мы вызовем наряд, тебя депортируют из России. И именно этим оперируют работодатели. Они в том числе угрожают депортацией. И людям же страшно. Они, во-первых, очень долго работали, и они считали, сколько они заработали, надеяться, потому что уже очень жалко бросать это место, столько сил и времени в это вложено. А во-вторых, депортация – это, в принципе, сразу запрет на въезд минимум на 3 года, а то и на 5, и на 10. То есть ты уже из своей страны никогда не едешь обратно. И тогда нет в ближайшие вообще 3 никакой года. надежды хоть сколько-нибудь денег привезти или перевести в свою семью, которая живет где-нибудь в Таджикистане и ждет этих Совершенно верно, рублей. Скажем, уедет какой-то более опытный родственник, приедет какой-то менее опытный, и он в такую же ситуацию попадает абсолютно. Если
говорить о замещении там, родственником родственника, да, на рабочем месте, грубо говоря, на вахте в России. Вот. Но мы в комитете считаем такую ситуацию тоже принудительным трудом, потому что человека удерживают на месте обещаниями, очень-очень маленькими суммами, которых хватает только на транспорт там, и на еду, чтобы можно было там, не умереть и приехать на работу, снова работать за обещание. И вот это вот, собственно, постоянная ситуация угрозы, да, которая человека просто деморализует, но настолько, что он не готов и не может бороться за свои права, и что-то там еще выступать перед работодателем, который ему все время угрожает. Да, спасибо, Марина. Я обратилась накануне выхода в эфир этой передачи к руководителю Центра социальных и трудовых прав Елене Герасимовой и попросила ее чуть подробнее рассказать о том, как российское законодательство, международное законодательство рассматривает случаи принудительного труда и рабства. И вот что она рассказала. Давайте посмотрим, послушаем. Проявления принудительного труда и в частности рабства тоже, они очень многообразны в современном мире и очень широко распространены, хотя часто кажется, что, наверное, это явление прошлого, но если посмотреть данные исследований, данные статистики, то в современном обществе рабство даже более широко распространено, чем когда-либо в истории человечества. В России рабский труд используется довольно широко в строительстве, и на самом деле много разных сфер. Просто другое дело, что в отношении России нет официально признаваемой, например, российской статистики, исходя из которой мы могли бы сказать, насколько и в каких именно сферах он распространен. В группе риска в первую очередь находятся дети, подростки. В группу риска попадают женщины в связи с возможностью сексуальной эксплуатации и продажи для сексуальных услуг. И еще одной очень большой, очень серьезной группой риска являются мигранты, как внутренние мигранты в разных странах, так и люди, приезжающие из других стран, более бедных, которые переезжают в страны более благополучного экономического уровня в поисках работы. Это, наверное, основные категории. Но на самом деле не застрахован никто, потому что в том числе взрослого возраста люди и мужчины, не только женщины, тоже могут оказаться в рабстве, если они оказываются в какой-то неблагополучной жизненной ситуации. В России есть законодательство, которое запрещает принудительный труд, и есть, соответственно, немножечко отличающееся от международно принятого понятия дефиниция, которая применяется для российского трудового права. Она даже более широкая, чем то понятие, которое сформулировано в международных нормах. В частности, по российскому законодательству, если ему не выплачивается заработная плата, или если она выплачивается в неполном размере, или если создается угроза жизни или здоровью работника, или он не обеспечивается средствами защиты, эти случаи считаются принудительным трудом, и работнику предоставлено право отказаться от выполнения работы в связи с этим. А другое дело, что многие, даже если знают о своих правах, если на них оказывается какое-либо давление, как правило, даже психологического, морального давления достаточно, они продолжают работать. Помимо этого, есть уголовная ответственность за использование принудительного труда. И да, Россия ратифицировала и присоединилась к значительному количеству международных договоров, которые касаются запрета принудительного труда. Другое дело, что, например, та же самая Международная организация труда отмечает, что в последнее время принудительный труд и рабский труд принимают новые формы, те, которые не были известны, когда эти конвенции разрабатывались, с одной стороны. А с другой стороны, Международная организация труда говорит о том, что просто запрещать принудительный труд и устанавливать за него ответственность, это на современном этапе развития общества совершенно недостаточно, потому что это не помогает избавиться от принудительного труда или его ликвидировать. В связи с этим в последние годы разработаны новые меры, которые как раз направлены на то, чтобы на новом уровне бороться с применением принудительного труда. Идея заключается в том, что государства должны, во-первых, заниматься предупреждением принудительного труда, то есть разрабатывать политики, направленные на то, чтобы он не возникал, не создавались условия для его применения. А во-вторых, нужно помогать людям, которые стали жертвами принудительного труда, в том числе помогать им защищать свои права, обеспечить им доступ к компенсациям, к восстановлению их в нормальном статусе, в нормальном положении, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни, выйдя из неблагоприятного этого рабского состояния, в котором они могли находиться. Потому что людям, которые оказываются в состоянии рабства или в состоянии применения к ним принудительного труда, часто бывает просто крайне тяжело из этой среды, из этой ситуации самостоятельно вырваться. Им требуется внешняя помощь.
Это была Елена Герасимова, руководитель Центра социально-трудовых прав. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Грани времени». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии координатор проектов и консультант по миграции Комитета гражданское содействие Марина Лексина, руководитель движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников и участник этого движения Алексей Никитин. Собственно, о современном рабстве мы сегодня и говорим. 8 800 200 ровно 22 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, высказывайте свое мнение о том, что должно сделать государство России, в частности, и правоохранительные органы для того, чтобы противодействовать рабству и принудительному труду. А сейчас, Алексей, я вас попрошу вот в ответ на последнюю реплику Елены Герасимовой о том, что людям очень нужна помощь, оказавшимся в ситуации рабства, очень нужна помощь. Им нужен кто-то, кто бы вытащил из этой ситуации. Вот как вы находите таких людей? Как обращаются в «Альтернативу» родственники, сами они какими-то подпольными путями? Да, или вы ходите так. по рынкам Садовод и Казанскому вокзалу и собираете? Нет, по рынку и Казанскому вокзалу ходить бесполезно. Люди сами нас находят или их родственники. Бывает, кто-то спрятал телефон на заводе, удалось позвонить. Удалось дозвониться родственникам. Или вышел в интернет, нашел нас по интернету. Нашел телефон нашей горячей линии человек. Или вот буквально этой неделе случай такой был, что с юга Дагестана убежал гражданин Беларуси, вернулся к себе домой и нашел родственников другого белоруса, который с ним на заводе работал. И вот теперь они обратились к нам. Мы знаем, где этот завод, скоро туда поедем. Угу. То есть фактически сарафанное радио работает, да, в этой истории? А как ведут себя правоохранительные органы? В каких случаях? Ну вот вы знаете, что на каком-то заводе или на каком-то предприятии, там в Новом Уренгое вы говорили, или там в Липецке, существует система принудительного труда. Вы знаете, что там есть люди, едете их вызволять сами или с нарядом полиции? С нарядом полиции, разумеется. Без наряда полиции никто нас на частной территории завода или кошары не пустит. А что потом делают полицейские? Ну вот выпустили людей, они говорят, ну слава богу, все, до свидания, ребят. Ну бывает, сами полицейские нам звонят. В этих случаях. Если... Нет, были такие случаи. Человек убежал с кирпичного завода, прибежал, допустим, на Северный автовокзал на Качкале. Нам звонит полицейский, который там на автовокзале дежурит, помогите человеку вернуться домой. Ну, в принципе, с одной стороны, это понятно, полиция все-таки не обязана у нас развозить людей, поэтому мы этим и занимаемся, что даже если человек обратится в полицию, все равно он сам не Да, умеет, но она обязана реагировать на неправомерные действия. Тут я хочу дополнить, Алексея. У нас ситуация с полицейским в Дагестане достаточно лучше обстоит, чем ситуация с полицейскими по всей Центральной России, поскольку там мы можем брать, есть, как я ранее говорил, договоренности с полицейскими, когда мы уже стали систематически брать их на заводы. В первые наши поездки их не было там. Были люди, которые нам помогали, и не более того. Сейчас это уже, как бы у нас есть уже те люди, кому мы совершаем звонок, они приезжают и нам помогают, сотрудники полиции в Дагестане. Также бывает то, что правильно Алексей заметил, то, что сотрудники полиции сами нам совершают звонки и, собственно, сообщают о том, что нужна помощь человеку. И самое печальное, наверное, то, что такие люди не только в Дагестане, такие полицейские не только в Дагестане, но еще и в Центральной России, конкретно в Москве, был случай, когда у нас одна женщина, ее привезли в Москву, хотели ее устроить няней, ей обещали, но в итоге ее заставили попрошайничать. Она приходит в один полицейский участок, у нее отобрали документы, ей сломали ногу, чтобы она, когда первый раз пыталась убежать. И вообще жалостно выглядит. Ей сломали ногу те, кто ее удерживали, хозяева. Это в основном представители этнической из Молдавии. В Москве так почему-то сложилось. И вот эта бабушка убежала, сначала пришла в один полицейский участок, оттуда ее выгнали, потом во второй, а в третьем позвонили нам и сообщили, что вот есть такая бабушка, мы не знаем, что с ней делать. И приедьте, помогите. Помимо нее просто еще есть там такие люди, которые держат. Ну, армия попрошаек – это отдельная тема, я надеюсь, мы о ней отдельно поговорим. Насколько у нас хватит времени, вот мне подсказывают, что есть дозвонившийся на Радио Свобода Шагит Мустафаев из Ханты-Мансийского округа звонит. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Района. Вот знаете, вот этот вопрос этого, то, что мы сегодня обсуждаем, это вопрос, давняя еще проблема.
это со времен Советского Союза. Потому что еще в тех временах, даже в этой комсомольской стройке, там то, что мы ездили где-то там, да. Да. Можно, да, говорить? Так вы говорите, вы выключите приемник, пожалуйста. Мы слушаем, мы уже услышали, как вы рассказали про то, что, с вашей точки зрения, эта проблема идет с советских времен, с времен комсомольских строек. Да. Звук Вот выключите. Дело в том, что, чтобы искоренить все это вот, это беду, да, это повсеместно по всему России, по тем странам, где бывшие советские в этой республике, везде это творится. А это беззаконие, то, что сама вот эта система, такая вот, она гнилая такая система, те вот это ушли ребята, они этим пользуются, да? Да, я, в общем, поняла, в принципе, да, мне кажется, идею Шагида, у него проблема. И тем, кто вдруг решит дозвониться все-таки, сразу выключайте звук вот этот, чтобы у вас не было эха, и вам не путаться самим. То есть он говорит о том, что есть люди, которые наживаются на продаже. Это, ну, в общем, совершенно... И проблема Советского Союза, здесь я крайне не согласен в этом, по одной простой причине, это проблема всего современного мира, и по абсолютному количеству рабов, сейчас рабов в современном мире больше, чем тогда, когда это было законно. И вот Елена Герасимова как раз обратила на это внимание. И тут нужно тоже понимать, то, что рабов никогда не держали в кандалах. Когда нам полицейские часто говорят, его что, пристегивали наручниками? Наручниками к батарее, если пристегнуть, это уже истязание вообще. Соответственно, он не сможет работать, просто это бессмысленно. А так рабы в Америке, в современной тоже, они как бы были, у них свои церкви, куда они ходили, совершенно спокойно передвигались. И рабы современного мира, они, вот, к сожалению, тоже спокойно передвигаются, и во всем мире это... В кандалах скорее преступников держали, а не рабов. Да. Да, вот в этих историях, о которых вы уже рассказали, наверное, многим людям везло выбраться из этого рабства, из этого состояния принудительного труда, если они могли хоть как-то изъясняться по-русски, ну, хоть как-то искать и просить помощи. И я сейчас, Марина, это я к вам обращаюсь. Вот мне известно, что относительно недавно по линии Международной организации миграции вот здесь в Москве помогали девушкам, приехавшим из Африки, откуда-то из Нигерии, которые оказались, которые оказываются здесь в сексуальном рабстве на территории России. Вот можете рассказать чуть подробнее об этой части работы, как они вообще могут найти помощь, выйти на кого-то готового им помочь? Ну вот этим девушкам просто повезло. В Москве есть молодые люди, тоже нигерийцы, которые, в общем-то, помогают таким девушкам. Они их просто находят, или они по каким-то своим контактам находят номер телефона, ну и выходят на первый контакт. То есть они, грубо говоря, ходят по этим злачным местам, где их можно найти? Я не знаю точно, но я знаю, что точно есть вот такой вот молодой человек, не буду я раскрывать его имени, значит, который таким девушкам помогает, которые попали в сексуальный трафик. Это и есть трафик, работа в сфере сексуальных услуг. Вот. И история в основном у всех одинаковая, что там кого-то там родственники продали в этот трафик, кому-то просто предложили, она согласилась, но не знала, на что соглашалась. Или там просто обманули, предложили одно, а приехало совершенно другое. Да? Вот. И здесь они выходят на первый контакт, и уже потом их, видимо, инструктируют по телефону, как можно оттуда выбраться, они улучшают момент, выбираются, и тогда приходят уже с человеком, который им помог выбраться, либо в МОМ, вот, и мы как-то сотрудничаем по этим делам, потому что там где-то недостаток финансирования, например, есть билеты, не могут купить, мы этим занимаемся. И очень важно вот выдрать человека из этой среды, просто его оттуда вытянуть каким угодно способом, переселить его куда-то, дать ему денег на жилье, дать ему денег на еду. Место. Или это шелтер, да, то, что касается сексуального рабства, или это просто прямой билет домой, вот, чтобы человека из этой среды вытянуть. А часто люди отказываются, Алексей? Вот уходить из этой среды совсем. Вот вы пожаловались... Да, я вот как раз хотел дополнить то, о чем сейчас говорили. У нас тоже бывают такие случаи, когда люди надеются, допустим, получить зарплату. Вот буквально сейчас сегодня Закир Исмаилов написал об этом таком Беларуси тоже.
Это ваш координатор в Да, в Дагестане? Дагестане, которые первый раз к ним приезжали, он отказался уезжать вместе с нами. Надеялся, что получит зарплату. А вот сейчас он написал Закиру, говорит, нет, вот меня не отпускают, и я не могу уехать. То есть также понадеялся. Бывают люди боятся. Но в этом смысле, кстати, тяжелее намного в нищенской мафии. Вот там очень трудно найти человека, который не забоится и захочет уйти. И важно еще раз убедить человека в том, что там, он какой-то долг выплатит, например, и получит свои документы, потому что этого, как правило, никогда не случается. То есть это продолжается бесконечно. Да. Он работает и На это и работает за рассчитана обещание. система вот этого рабства, что ему будут придумываться дополнительные долги, и он так и будет работать на эти долги, и никогда не придет к... Да, вот нулю. я, кстати, нашла такой ранжир, что считать рабством с точки зрения международного движения anti-slavery, антирабство движения. И вот как раз это подпадает под определение кабального труда. Он является наиболее распространенным, но наименее известной формой рабства в мире. Человек попадает в кабалу, когда его труд востребован в качестве средства для погашения долга, а этот долг или обманным образом образовывается и вот никогда не гасится. И за такую работу платят очень мало, и получается, что долг растет, 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 и даже иногда по наследству эти долги передаются. Ну, то есть и дети становятся рабами. Вот что касается так называемой нищенской мафии, то, что здесь прозвучало уже несколько раз в рамках передачи. Поясните да, мне. Я хотел немножко вернуться вот по поводу девушек с Африки. Да. Дело в том, что у нас в России сложилась очень интересная ситуация в том плане, что у нас как из России вывозят девушек для занятия проституцией и заставляют их в сексуальное рабство, так и ввозят. У нас один из самых, наверное, таких случаев, которые запечатлели журналисты, это девушка с Ганны, которую привезли сюда как швею, отобрали у нее документы, но это не самое главное. Ее пугали тем, что с помощью магии Вуды убьют ее семью, если она уйдет. То есть, и у нас там один из активистов... Она в это верила. Она в это верила. Это у нас страшнее, чем что-либо, да, я понимаю. и в Африке в это верят. И в этом плане у нас один из активистов оказался очень сообразительным. В магазине игрушек купил бубен, постучал вокруг нее и сказал: все, магия Вуды больше не действует на тебя. Да, это просто один из случаев таких курьезных, если можно, конечно, так выразиться. Что касается нищенской мафии, то это, наверное, самое жестокое, что сейчас есть в России, наверное, во всем мире, поскольку мы с этим встречаемся практически каждый день. Я хочу донести такую мысль, что каждый раз, когда вы даете деньги людям, которые попрошайничают на улице Москвы, вы или даете их мошеннику, или даете их рабу, который эти деньги отдает. В среднем такой раб зарабатывает в день от 10 до 15 тысяч, стоя вот с протянутой рукой. Очень часто Но это если место проходное. Да, очень часто этих людей калечат намеренно, чтобы они более жалостливо выглядели. Если вы видите с детьми таких людей, то, как правило, такие дети долго не живут. Они живут в среднем, мы считали, когда опрашивали, около 3 месяцев. Вот эти вот дети грудные, так называемые Мадонны, которые, такой ребенок стоит от 80 до 100 тысяч рублей, от 60 до 100 тысяч рублей, в зависимости от цвета кожи. Сейчас активно привозят с Украины бабушек, которых составляют, и женщин, которых составляет попрошайничать. И к ним очень сложно подойти. То есть, если нам удается вытянуть одного человека оттуда, впоследствии мы можем вытянуть и остальных. Но если мы одного не вытягиваем, и даже этих людей удерживают там группой, никогда они в этом не признаются. Они боятся просто-напросто, потому что к ним применяется практически ежедневное насилие. И те, кто будет говорить о том, что ну вот вдруг нуждающий человек встанет где-нибудь, ему нужны деньги, такого в Москве невозможно. Все точки стоят достаточно дорого. Локация на 4 человек для участковых или каких-то органов власти, их владельцы этих точек платят от 100 до 150 тысяч в месяц. Это полицейским? Да, это полицейским. Это вот у вас есть такие данные? Да. А есть у Следственного комитета Российской Федерации такие данные? Вот мы говорим: нищенская мафия, принудительный труд, вовлечение в проституцию, торговля людьми.
Насколько мне известно, в Министерстве внутренних дел есть специальные подразделения, которые этим занимаются. В прокуратуре есть подразделения, которые занимаются вот этим human трафиком, так называемым. И что же они-то? Что они на делают? круглом столе, я сейчас добавлю, на круглом столе, который был в Общественной палате, был представитель МВД, которому я привел пример. Приходит женщина, говорит то, что ее удерживают, у нее отобрали документы, ее избивают, заставляют попрошайничать. Ей говорят, пишите заявление. Она может написать заявление, и все, ей дальше идти некуда. У нее нет ни денег, ни документов, она в чужой стране, в чужом городе. Вот что ей делать в этой ситуации? А сотрудники полиции будут реагировать не сразу, а через какое-то время, пока это заявление до следователя дойдет и прочее. И чаще всего реакция будет отказное постановление. Ну и, соответственно, этой женщине идти некуда. Сотрудник полиции в этом случае, когда нет у человека ни телефона, ни документов, посоветовал в интернете найти телефон вышестоящей инстанции и пожаловаться на сотрудников полиции. Ну вот, в принципе, ответ. Вы видите выход из этой ситуации, Алексей? Да, ну вот это то, о чем я уже говорил. Заявление полицейские могут принять, а вернуть людей домой не могут, поэтому мы этим и занимаемся. Вы это кто? Вы это движение «Альтернатива», вы это правозащитники, а вы такие, у вас лишние деньги, что ли, есть? Нет, с деньгами как раз у нас очень большая как раз проблема. очень плохо, да, особенно в свете последних изменений законов наших. После того, как, в частности, гражданское содействие назвали... Не только назвали иностранным агентом, но еще и внесли наших доноров основных, которые поддерживали в том числе проекты помощи трудовым мигрантам и жертв преступлений на почве ненависти, внесли просто список нежелательных так, что им обрубили вообще любую деятельность в Российской Федерации под страхом вплоть до уголовного преследования тех, с кем они имеют дело в России. А для чего это делается? Вот я не понимаю. И государство разве не заинтересовано? Ну, это, я понимаю, что вопрос такой риторический, но разве государство не заинтересовано в том, чтобы, воодушевившись как раз вот этой конвенции Международной организации труда, и одной, и второй, и третьей, искоренить все виды принудительного труда в России, рабство и прочее, прочее? Не знаю, мне кажется, мы живем в такое время перекоса, когда одна рука государства вроде как заинтересована и устраивает круглые столы в общественной палате и объявляет, значит, конкурсы, заявки там от Комитета общественных связей, а другой рукой оно перекрывает финансирование из-за рубежа. Вот, на который, в принципе, как бы живет третий сектор и нормально делает свою работу. Я не знаю, в чем здесь, как бы, какой баланс интересов преследует государство, но то, что от этого становится только всем хуже, это факт. Скажите, А Олег... нам всегда было плохо, у нас никогда никто не давал деньги. Да, ни единого гранта за 4 года. Да. Государство, Олег, гораздо удобнее говорит, что рабства никакого у нас нет вообще. Да, Согласись. и что интересно, когда мы подавали несколько раз на конкурсы, которые сыграла Общественная палата, логично известный проект должны вроде как победить. Но там побеждали какие-то проекты вроде того, что... Я ничего плохого не имею против этого, но сам факт, то, что они клеили наклейки на аптеке, аптека без наркотиков, допустим, вот такие вот получали, а мы нет. Но у нас стабильно все плохо, и сейчас у нас очередь уже, наверное, сколько, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Это 15 там, 3 там, 3 там, еще девушка, это Абхазия. Ну, в общем, человек у нас 25, наверное, в очереди стоит. И, что значит стоит в очереди? Ну, кого надо освободить, кого удерживают, кого бьют, кого насилуют. Но в данный момент, поскольку, к сожалению, единственным донором являлся до сегодняшнего дня наш какой-то внутренний бизнес, которым мы занимаемся, не связанный с деятельностью, то... Торговлей людьми. Ну, да. Так бы у нас проблем не было, если бы это было связано, наверное. Если бы мы сами на паперте стояли, по 10 тысяч не зарабатывали. Да, но суть в том, что сейчас вот у нас есть очередь примерно в 25 человек, и когда она, я думаю, когда она как-то уменьшится, это вот неизвестно, поскольку денег сейчас нету. Скажите, а есть ли у вас, может быть, сведения о вовлеченности государства или государственных чиновников или сотрудников правоохранительных органов в такого рода бизнесы? Не как институты, а в индивидуальном порядке. На низовом уровне, то есть, там, как многие говорят, в Дагестане, там
есть особо упоротые люди, которые говорят, да, в Дагестане там на уровне местного правительства это все контролируется. Это, конечно, не так, потому что это больше отдельные силовики, отдельные лица, отдельные чиновники. То есть такой глобальной мафией это нельзя считать, во всяком случае, в России. с Торговлю точки людьми, зрения. мне кажется, везде можно считать, и нужно считать глобальной мафией. Мне кажется, без пособничества вот некоторых представителей правоохранительных органов это просто невозможно. Да? Или просто закрывание глаз на это, или прямого содействия торговли людьми. Это же везде большая проблема, в том числе и в России. А рынок этот, рынок в кавычках, да, крайне прибыльный, от него Конечно. очень трудно отказаться, если однажды попробовать. До 150 миллиардов долларов в год. Вот прибыли именно. незаконной, по меньшей мере. Иван Петрович из Башкирии дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите. Большое спасибо. Хочу поблагодарить «Свободе» за то, что такие простые люди, как я, могут к вам позвонить и высказаться. Давайте в прямом мнение эфире. сразу, чтобы время не тратить. Как? Ну, сразу уж мнение свое выскажите, мы вас слушаем. Мнение? Ну, какое мнение? Российская власть добилась, стала экстремистом и административным экстремистом. Свою цель... Алло. Да, мы вас слушаем. Я просто хочу понять, какое это имеет отношение к рабству и торговле людьми. А самое прямое... Ну, в общем, проблема у нас возникла с Иваном Петровичем. Понятно, что он очень рад, и, пожалуйста, конечно, дозванивайтесь к нам в прямой эфир, но хотелось бы, чтобы вы по существу обсуждаемой темы говорили. И действительно сейчас достаточно много людей считают российские власти экстремистами, по их оценочному мнению. Есть люди, которые, наоборот, считают экстремистами всех остальных, а вовсе не российские власти. Но как-то в любом случае вот эти вот споры между людьми о политической части жизни в России, они не приводят к решению вот таких социальных вопросов, потому что ведь рабство трудовое – это социальный вопрос. Мафия вот этих попрошаек – это социальный вопрос. Ну и не только мафия попрошаек или там трафик, мафией, организованной преступностью вообще можно считать просто вот существование этих фирм-однодневок, которые привыкли эксплуатировать труд мигрантов. Вот. Допустим, возникает такая фирма, нанимают они людей, работают эти люди, а потом им не выплачивается львиная доля того, что они заработали, куда она идет, естественно, в карман человеку или посреднику, и потом человеку, который это все организовал. Фирма схлопывается, и ее невозможно найти, невозможно привлечь никого к ответственности. Этот же человек открывает еще одну такую фирму и так далее. Это похоже на отмыв денег. Да, причем это же может касаться не только мигрантов, потому что Абсолютно. мы можем вспомнить все общения президента Владимира Путина с народом весной этого года, когда до него достучались люди, работавшие на острове Шикота на каком-то рыбном предприятии, и сказали, вот нам уже год не платят денег, и мы как рабы, потому что у нас зарплат нет, а уехать с острова мы не можем, потому что нет денег на то, чтобы уехать. И только после этого как-то зашевелились. Но вот сколько таких в России может быть, по вашим прикидкам, шикотанов? Просто отъедьте в Московскую область, и там в каждом населенном пункте десяток найдется. Алексей, а есть какая-то инструкция для людей, как не попасть в рабство? Вот Елена Герасимова сказала, что от этого, в принципе, сейчас в современном мире не застрахован никто. Ну да, прежде всего, это, конечно, не соглашаться на сомнительные условия предложения о работе. И всегда извещать родственников, если ты куда-то едешь на заработки, допустим, в Москву, ты поехал из своей деревни, всегда нужно держать связь, потому что бывает часто люди не держат связь с своими родственниками. Нужно всегда при себе иметь мобильный телефон, не терять свои документы, не выпивая с сомнительными людьми. А Это если телефон безопасности. отобрали, документы отобрали, вот дальше, как вот люди, я спрашивала, как выходят на вас люди, да, которые оказались в состоянии принудительного труда и рабства? Очень часто оказывается очень много неравнодушных граждан, которые также связываются, сообщают о том, что тут держат такого человека, он сообщил, просят о помощи. В целом очень большое количество людей, оно бежит, в любом случае оно убегает от своих
рабовладельцев. И в этом плане, конечно, нужно найти любой способ сохранить контакты с родственниками. Именно родственники. Или друзьями. Или с друзьями. Именно родственники или друзья, но в большей степени родственники с нами связываются, мы оказываем помощь. И тут, как правильно заметили, никто не застрахован, поэтому не стоит надеяться на чудо, всегда нужно проверять своего работодателя заранее. То есть, если ты едешь в Москву устраиваться на какую-то определенную фирму, желательно перед этим узнать, какая фирма. Также, если ты вдруг устраиваешься на работу каким-то образом на улице, надо поинтересоваться, что это за фирма. Нужно не постесняться спросить, показать паспорт того человека. То есть, как правило, вот эти... А еще лучше его сфотографировать и отправить по почте родственникам. Если есть куда сфотографировать. Да, или сообщить родственникам. Соответственно, вот на этом уровне, как правило, эти люди, которые занимаются таким трафиком, они, собственно, уже отпадают. И тут... Самые простые. Главное, будьте ответственны за себя. Не надейтесь, сейчас, к сожалению, во время кризиса не стоит надеяться на кого-то, надейтесь на себя, и если вам предлагают золотые горы где-то далеко, то наверняка врут. Горы-то не такие уж золотые. Да, и тут нужно понимать, что в Дагестане одна из самых больших безработиц. Вряд ли там большую зарплату или какую-либо зарплату будут платить какому-то приезжему, когда там у них есть поток очень больших измен. Да. Скажите, а к полиции совсем бесполезно обращаться? Ну вот, если человек оказался в такой ситуации и вдруг увидел полицейского, ну там к нему совершенно сейчас бессмысленно апеллировать. Мне кажется, нужно апеллировать, ну, коль скоро есть на это какие-то силы, да, и какая-то вера, нужно, потому что у них хотя бы будет запись об этом, хотя бы они что-то там попробуют возбудить уголовное дело. Но, конечно, социальной поддержки не приходится ждать, и этим занимаются другие люди. Вот о других людях, может быть, у нас совсем немного времени остается до окончания программы, может быть, вы сообщите какие-то телефоны горячих линий и движения «Альтернатива», и гражданского содействия, куда люди могут, оказавшиеся вот в такой ситуации принудительного труда и рабства, ну, соответственно, для гражданского содействия, если они еще и мигранты трудовые, позвонить и рассчитывать на помощь. Ну да, в принципе, можно к нам прийти, у нас открыта приемная, 3 дня в неделю, понедельник, среда и пятница. Находимся мы на Олимпийском проспекте, дом 22. В Москве? В Москве, да. И к нам просто можно прийти и получить консультацию социальную и юридическую бесплатно в этот же день и получить какую-то помощь, если она необходима. Угу. А что с альтернативой? Да, если кому-то станет известно о случаях трудового рабства, или если сам человек окажется в трудовом рабстве, ему нужно будет звонить по телефону 965-345-51-61. Еще раз, +7. 965-345-51-61. Это номер телефона нашей горячей линии. Или на сайт противрабства.ру, там есть форма заявки, там есть наши контакты. И в целом круглосуточно Алексей принимает эти звонки. И небольшой такой грустный, наверное, вещь. Мы занимаемся поиском людей, но при этом, я как-то посчитал, мы в год находим меньше людей, чем пропадает их в год, чем пропадает их в день. Так что я надеюсь, что какое-то количество волонтеров сейчас услышат нас и захотят присоединиться. Информация на вашем сайте есть, соответственно, желающие помочь, я так думаю, тоже всю информацию могут получить на вашем сайте. В эфире «Радио Свобода». В видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Грани времени». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» о современном рабстве говорили координатор проектов и консультант по миграции Комитета гражданское содействие Марина Лексина, руководитель движения против рабства, который называется «Альтернатива» Олег Мельников и участник движения «Альтернатива» Алексей Никитин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.